Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. Посла Абхазии в Сирии Баграта Хутаба назначат спецпредставителем президента Абхазии на Ближнем Востоке. Назначение согласовано с главой государства Асланом Бжани по инициативе министра иностранных дел Инала Арзенба. Ближний Восток – важный внешнеполитический вектор Абхазии, о чем свидетельствует активная работа посольства в Дамаске, отмечено на сайте внешнеполитического ведомства республики. По словам Хутаба, речь может идти о признании суверенитета республики многими государствами региона. «Я готов сделать все возможное в интересах нашей республики», заявил чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Баграт Хутаба на встрече с главой МИД Абхазии Налом Арзенба. Баграт Хутаба также проинформировал министра о том, что посольство Республики Абхазия в Сирии проводит серьезную работу по активизации взаимодействия с рядом стран Ближнего Востока. Цитата: «Прежде всего речь идет о перспективах признания государственного суверенитета Республики Абхазия со стороны ряда стран Ближнего Востока», заявил посол. Наряду с этим Хутаба отметил, что Абхазия также обладает достаточным потенциалом для развития торгово-экономических связей со странами Ближнего Востока. «Я, как чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике, готов сделать все возможное, задействовать все имеющиеся механизмы и связи с диаспорой в целях продвижения интересов нашего государства», особо подчеркнул Баграт Хутаба. К другим новостям. Абхазия готовится к участию в намеченном на 4 апреля очередном раунде женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, сообщил министр иностранных дел Абхазии Инал Арзенба. В 2022 году, как известно, прошла лишь одна встреча в рамках женевских дискуссий. 3 встречи были отменены сопредседателями. Намеченный на февраль этого года очередной раунд дискуссий также был отменен односторонним решением сопредседателей, представителей ООН, Евросоюза и ОБСЕ. Мы готовимся к очередному раунду на 4-5 апреля. Мы надеемся, что они в очередной раз не будут перенесены в одностороннем порядке и что не будет никаких организационно-технических сложностей, в том числе с получением виз для наших сотрудников и других участников, сказал глава МИД. Инал Арзенба также сообщил, что абхазская сторона находится в тесной координации с российскими и юго-осетинскими коллегами. Мы будем требовать подписания с Грузией соглашения о неприменении силы и признания нашего государственного суверенитета, подчеркнул он. Все это происходит на фоне нагнетания ситуации в Грузии. В результате масштабных акций протеста, которые длились там несколько дней, власти страны отозвали 2 законопроекта. Представители правящей партии «Грузинская мечта» утверждают, что молодежь и другие граждане, которые принимали участие в протестах, были якобы введены в заблуждение радикальными силами, которые, по их же словам, хотят создать хаос в стране, сменить власть, вовлечь Грузию в войну с Россией и открыть в стране второй фронт. Причем грузинский премьер Иракли Гарибашвили считает, что в развязывании войны на территории Грузии заинтересован Киев, а также европарламентарии, которые часто выступают с критикой грузинского руководства по различным вопросам. Обвинения оппозиционных сил в Грузии в антизападной направленности в грузинской мечте опровергают, декларируя принципы евроинтеграции. В то же время политические аналитики и эксперты внутри самой Грузии уверены, что вся политика правящей партии «Грузинская мечта» синхронизирована с точкой зрения Кремля. Сегодня в нашей передаче обо всех этих вопросах понемногу мы поговорили с директором Центра стратегических исследований Вячеславом Чирикбо. Кстати говоря, у нас есть и другой прекрасный повод пообщаться сегодня с ним, уже и как с ученым. Совсем недавно была официально подтверждена его гипотеза о том, что мать Леонардо да Винчи была рабыней-черкешенкой из Кавказа. Такую гипотезу ученый выдвинул в своей книге «Загадка Катерина. Кем была мать Леонардо да Винчи?», увидевшей свет в 2018 году. В ней Чирикбо предположил, что мать великого художника Катерина могла бы быть абхазской или черкесской рабыней, привезенной в Италию генуэзскими или венецианскими купцами с Черноморского побережья Кавказа. И вот совсем недавно эта гипотеза была подтверждена итальянским профессором Карло Веччи, который изучал да Винчи. Он нашел в Государственном архиве Флоренции акт, свидетельствующий о том, что Катерина была освобождена из рабства и была родом из Черкесии. Ну а сейчас мы предлагаем вам интервью с самим Вячеславом Андреевичем.
Здравствуйте, Вячеслав Андреевич. Прежде всего мы хотели бы, можно так сказать, и вас поздравить, и для нас это приятная новость, что ваша гипотеза о том, кем являлась мать известного великого художника на самом деле Леонардо да Винчи, Катерина, что она, скажем так, черкесского происхождения. И эту гипотезу подтвердили, и подтвердили в Италии, благодаря архивам, Государственному архиву Флоренции, как я поняла. Во-первых, хотелось бы знать, вот, как вообще вам пришла идея изучать это, да? Вот как вы к этому пришли? Ну, во-первых, сам этот образ Леонардо да Винчи, ну, по-английски такое слово polymath, тот человек, который по многих областях мастер. То есть он был не только великим художником, он был величайшим изобретателем. Ну, велосипед, парашют, акваланг, танк. Мало для одного человека. Потом он был тоже очень малоизвестный, он был первым анатомом, который сделал точнейшие рисунки внутренних органов человека, глаза, всех буквально органов. До этого такого не существовало. К сожалению, его рукописи хранились до 18 века, не были опубликованы, не повлияли никак на развитие медицины, скажем, но он был еще ботаником, он был спелеологом. Абсолютно гений. Он изучал движение воздуха. Это его записи, его дневники, его трактаты, они просто, это кладезь, не знаю, научной мудрости, предвидения очень многих вещей. Поэтому он был таким, я не знаю русское слово для полимат, что ли, но он был гением во всем. Вот это всегда вызывает восхищение и удивление, правда же? Вот этот образ меня, как сказать, очень поразил в подростковом возрасте. Я был 14 лет, мне было. Я смотрел фильм, такой многосерийный фильм «Жизнь Леонардо да Винчи», известного режиссера Ренато Кастеллани. И вот с этого времени просто я как-то заболел этим человеком, сам не знаю почему. И вот сейчас выясняется, что не зря заболел, потому что он всегда был на заднем плане, кстати. Я был, когда еще до всей этой гипотезы был в Италии. Первым делом посетил во Флоренции музей да Винчи, взял какие-то сувениры, там бюст его привез. То есть когда тема меня трогала всегда очень. Но реально идея гипотезы появилась тогда, когда я на канале Discovery услышал одного человека, который сказал о том, что матерью Леонардо была рабыня, то есть чужеземка. Я это, хотя изучал, как-то читал о нем, но первое для меня это было открытием, что Катерина, которая в фильме фигурирует, она не была просто крестьянкой бедного происхождения, простого происхождения, она была чужеземкой. И потом, когда я стал уже изучать историю Абхазии, и у нас прекрасные, кстати, специалисты в этой области, Рывас Кация, Циала Чичба, блестящие специалисты в области итальяно-абхазских связей Средневековья, у них работы великолепны по генуэзско-абхазским связям, итальянско-абхазским связям. Поэтому я тоже читал, естественно, их работы, да, как-то все это совместилось. Я подумал, что, в принципе, она могла быть и из наших краев, не только там с Ближнего Востока. Потому что нашли, отпечаток пальца его, и по узору пальца, да, выяснилось, что он не европейский, а ближневосточный узор пальца. То есть, скорее всего, мать его была с Ближнего Востока. Но это большая область Ближнего Востока, мы тоже входим туда, да. Кавказ тоже входит в такой большой Ближний Восток. То есть как-то все это было у меня копилось, да, естественно, без никакой гипотезы, просто копилось. Но потом как-то я читал, готовил какую-то историческую книгу, и там я наткнулся на архивную запись о том, что во Флоренции была освобождена от рабства рабыня Катерина Абхазка, Катерина Абугазия. По-итальянски Абугазия, абхазская. И меня тут как-то опять же пронзило, что как-то все это к чему-то ведет. Перекрещивается. Как-то перекрещивается, к чему-то ведет. И тогда я стал уже после этого, была последняя капля, так сказать, да, в моем багаже. Я стал думать о том, что действительно, может быть, это и возможно, что, смотрите, дедом Пушкина был мальчик, раб из Африки, который был куплен как забава, как сказать, такое... Экзот был куплен адмиралом и подарен в Константинополе на неволичном рынке, подарен Петру Первому. И его внуком был величайший русский поэт, создатель русского литературного языка современного. То есть все возможно. И мир был раньше, был не такой большой, был очень маленький. Мир Средиземноморья. Можно было просто сесть на корабль в
в Сухуми, Севастополе, через несколько дней быть уже в Венеции или в Генуе. Был бы маленький, и люди общались тогда. Так вот, и то есть ничего как сказать, Экстраординарного, ну, по крайней да? мере, фантастического здесь нет. Это вполне реальная ситуация, просто не обязательно, что она была реальной, да? Но теоретически она могла быть реальной. Вот. И после этого я стал собирать, уже после этого целенаправленно собирать все, что касалось детства Леонардо да Винчи, обстоятельств его рождения, его воспитания, его родственных связей. Вот буквально все, что было опубликовано о Леонардо, я прочитал. И прочитал все его тексты тоже. Они опубликованы, все это опубликованы, переведены даже. Я читал, правда, и на переводах, и в оригинале. Вот. Но, в общем-то, огромный материал, который мне очень много дал, и стала вырисовываться некоторая вот линия гипотетическая. Потому что, хотя не было прямых данных о том, что вот Катерина была, скажем, даже рабыня, не было прямых данных, но было очень много загадочных вещей. Почему Леонардо, который... Значит, у него было братья, сестры, не мог получить наследство своего отца, потому что дети рабов были лишены прав наследования. Почему он не мог получить участок его дяди Франческо? То же самое. Почему он не поступил в университет? Потому что дети рабов не могли поступить в университет. Запрещалось. Поэтому на вынужденный, можно сказать, он пошел и стал в ремесленную мастерскую Андреа Верроккио, и стал гениальным художником на вынужденное. Иначе он был бы великолепным нотариусом. Но мир бы не знал такого гениального художника. Ну вот, и то есть, кроме того, его мать Катерина, да, в итальянских бюрократии, вообще в употреблении не бывает такого, чтобы о ком-то говорили просто по имени. Это обязательно кто-то, дочь или сын кого-то, оттуда-то. Леонардо да Винчи, да Винчи из Винчи, допустим. То есть должен быть обязательно имя, патроним, то есть имя отца обязательно. То есть это просто вот такое, иначе не бывает. И место происхождения. А Катерина нет вообще ничего вообще. Катерина. А Катерина была самым, как сказать, популярным именем, даваемым рабыням после их крещения, которые не были христианами. Это были либо мусульманки, либо язычницы. Вот это все складывалось в некоторую такую вот концепцию. Вот. Я стал вот... И очень много у Леонардо, очень много о его матери. Очень много. Вот образ его матери, который он жил до 6 лет, потом они расстались, он переехал к отцу, его воспитала мачеха, которую он тоже очень любил. Вот. Но вот этот образ матери остался в его памяти, поскольку вот есть замечательное эссе, такое психоаналитическое Зигмунда Фрейда «Детский сон Леонардо», где он говорит о том, что все изображения Мадонны с младенцем – это изображение его матери. Вот, улыбающаяся женщина с младенцем – это проекция на его мать, Катерину. И, как я понимаю, все-таки, вот переходя вот к последним открытиям, да, все-таки была найдена вот эта фраза, да, о том, что Катерина была... Ну вот, вот в итоге все сложилось в эту книгу, вот, которую я вот сюда принес, эту книгу «Загадка Катерины», кем была мать Леонардо да Винчи. И здесь у меня не только одна гипотеза. То есть первая гипотеза, то, что она была рабыней, не просто обычной сельчанка там, или значит, бедная женщина, она была рабыней. Вот, это первая гипотеза. Это не было подтверждено, на самом деле. Это просто моя гипотеза была. Она уже высказывалась до этого тоже итальянскими учеными, но я ее как бы пытался обосновать уже с новыми данными. Второе о том, что она была чужеземкой. Ну, рабыни все были чужеземками, и она была не просто чужеземка, была чужеземка, то есть рабыня с Черноморского побережья Кавказа, либо с Черкесии, либо с Абхазии, поскольку было очень много рабов с разных, с Африки были, с Балкан были, с других регионов. Вот. А моя гипотеза была в том, что она была именно с Кавказа, с побережья Кавказа, с Западного Кавказа, либо с Черкесии, это называлось по-итальянски, либо Черкасия, либо Зихия, либо с Абхазии, Абугазии. Вот. И я доказываю, почему именно, поскольку в то время, когда во момент рождения Леонардо, наибольшее число статистических рабов в Флоренции, в Генуе было именно кавказских рабов, то есть абхазы и черкесы были. Вот. То есть это тоже как бы вот один из аргументов, не прямой, но косвенный аргумент, в пользу того, что она могла быть из региона Черкесии или Абхазии. Вот. Но и, наконец, у меня еще несколько других гипотез, сопутствующих, допустим, образ горы Кавказ,
Это очень интересная вещь. Я сначала думал, что это такая вообще слабая часть моей гипотезы, но теперь я понимаю, что уже опираясь на новые находки, на всех картинах Леонардо, изображающих Мадонну с младенцем, кроме первой Мадонны Бенуа, которая в Эрмитаже находится, на заднем плане за вот этой парой располагается высокая гора, заснеженная гора. И я нашел в его записях, в его набросках изображение той же самой горы, вот такая иконическая гора, и он назвал ее гора Кавказ, или Монту Каукас. То есть это тоже, может быть, не прямое, но все-таки косвенно о том, что, возможно, он знал о происхождении своей матери, естественно, это тоже влияло на его восприятие вот этого всего контекста Мадонны с младенцем, где он проецировал себя вот на вот свои семейные обстоятельства, на вот этот сюжет из Библии. Вот. Ну и, наконец, конечно, тоже еще интересно, что 2 месяца назад такой редактор итальянского журнала Алессио Джордано обратился ко мне и написал мне, что моя гипотеза ему кажется очень убедительной, и просил изложить ее и издать ее в их журнале. Я послал ему такое изложение, краткое изложение моей гипотезы. Оно было опубликовано за 2 месяца до нынешнего времени. Тоже удивительно, правда же? Как-то вот все это приближалось. И, наконец, буквально на днях сначала мой друг близкий, Кан Таня, который учился в Италии, знает ситуацию эту. Вместе с ним мы были в Винчи, были в музее Леонардо. В общем-то, он все знает, весь контекст известен ему хорошо. Он сказал, что ваша гипотеза подтвердилась. Нашелся документ, который подтверждает, что его мать была из Черкесии, региона Черкесия, и дал мне ссылку. А через полчаса позвонил, написал мне тоже по имейлу, написал Алессио Джордано, редактор журнала, сказал, что профессор Черикба, господин Черикба, ваша гипотеза подтвердилась, уже официально она стала уже теорией, уже официально подтвердилась. В Италии это большое событие, говорит, вот, и поздравляю вас с этим открытием. Так что, в общем-то, ученый, вот, профессор Веччи, он занимался изучением творчества Леонардо да Винчи, биографии его, и в историческом архиве Флоренции нашел запись о представлении вольной рабыни Катерины из области Черкесии, дочери Якоба. И подписано сэр Пьеро Леонардо да Винчи. Извините. Подписано сэр Пьеро да Винчи. Это отец Леонардо да Винчи. То есть он дал вольную, причем дал вольную ей через 6 месяцев после рождения ребенка. А я пишу в своей книге о том, что после рождения ребенка ее освободили из рабства, чтобы поднять социальный статус матери своего ребенка, он усыновил его. Вот. Это тоже было связано со статусом, потому что пока она была рабыней, они даже не писали как о матери Леонардо. Только после того, что она стала уже вольной женщиной, да, свободной женщиной, уже стали писать «сын Катерины». Опять без имени, без ничего, но просто Катерины. Уже стали ее упоминать. И это, в общем-то, блестящее открытие, которое подтвердило полностью ту гипотезу, которую я, в общем-то, лелеял, что это правда. Но ведь могло бы и не найтись этот документ. И я думал, что скорее, может быть, найти останки матери Леонардо, у нее дети еще были от других браков, от другого брака, и найти по ДНК, понять тоже, какая этническая популяция для нее была характерна, тоже это возможно. Но пока еще не найдено ничего этого. А здесь найден документ, который доказывает о том, что моя гипотеза была абсолютно верна. Это, конечно, большое открытие, и я очень надеюсь, что оно вдохновит и, может быть, и вас, и других ученых, и дальше проводить изыскания. Да, я собираюсь связаться с этим, у меня уже его данные есть, собираюсь связаться с этим профессором и познакомить своими работами, и, может быть, подумать, может, как-то о каком-то сотрудничестве. Спасибо большое. Вячеслав Андреевич, не могу не задать и какие-то другие вопросы актуальной повестки, в том числе муссирующийся вопрос. Допустим, после всех этих протестов в Грузии опять начали говорить о возможности открытия там второго фронта. Пошла эта повестка. Насколько реально это, на ваш взгляд? Потому что многие, конечно, переживают. Я понимаю, что это теоретически угроза реальная, конечно же, и нужно всегда быть начеку, надо всегда понимать, что происходит в Грузии. Это очень важно изучать процессы, происходящие в Грузии.
во всех областях, в экономической, политической и военной тоже. Надо просто отслеживать. Я думаю, что это и происходит. Я уверен, что происходит. У нас прекрасные службы, которые все это отслеживают, и российские службы также отслеживают, которые здесь находятся. Поэтому здесь, я не думаю, что здесь могут быть какие-то сюрпризы. Вот. И поэтому я уже выступал по этому поводу. Вот. Сейчас Грузия вообще не до войны совершенно. У них очень сложное внутреннее положение, очень сложное. И экономическая, и политическая борьба идет за власть. И я лично не думаю, что, вы понимаете, нельзя просто так начать войну. Она требует очень большой подготовки. И эту подготовку нельзя не заметить вообще объективными средствами наблюдения. То есть это скопление военной техники, скопление военного персонала около границы. Это идеологическая обработка населения. Это какие-то международные контакты, которые бы... То есть здесь очень много того, что необходимо для того, чтобы начать военные действия. Ничего этого мы не наблюдаем вообще. Кроме криков «Сохуми, Сохуми» на площади в Тбилиси. Но они постоянно там кричат что-то. То есть это постоянно повестка. И каждый раз вот по этому поводу, я думаю, что наши люди должны понимать, что никакой вот реальной угрозы сегодня нет грузинской атаки на Абхазию, неожиданные. И можно спать спокойно, и заниматься своими обычными делами. Конечно, наши службы должны быть всегда на чеку, обязательно. И СГБ, и военные службы. Вот все, что есть, нужно изучать. И МИД, и все должны изучать эту страну, поскольку оттуда исходит угроза нашей жизни, нашей безопасности, нашей независимости. Но немедленная угроза вот сейчас, ныне я ее не вижу ни по каким параметрам или каким-то признакам. Их просто нету, отсутствует. Теперь немного о другом вопросе. После поездки, визита президента в Минск, как вы знаете, как мы все знаем, часто обсуждали возможность переноса дискуссий женевских, то есть переноса вообще международных дискуссий по безопасности в Закавказье в Минск. Вот как вы считаете вообще, насколько это реально, насколько это выгодно для нас и вообще что это будет значить? Ну, понимаете, я не могу сейчас комментировать, потому что я не в курсе дел всех внутренних, как сказать, каких-то процессов, которые происходят на переговорах давно уже. Вот. Но я считаю, что вот сведение вот этого повестки к региональному какому-то формату, это снизит наши позиции, поскольку сейчас переговоры идут в Дворце наций в Женеве, где присутствует, где абхазская делегация на равных, подчеркиваю, на равных участвует с делегациями Российской Федерации, Юго-Осетинской делегации, американской делегации, делегации Грузии, а также Евросоюза, ООН, ОБСЕ. Вот. Я считаю, что это было бы шагом назад перенести какие-то международную повестку, свести к какому-то региональному контексту. Мы независимое государство. Нужно быть на той высоте, которую мы себе задали, ту планку, которую мы задали, нужно опускать ее, нужно выше идти. Хотя, конечно же, нам очень ценны отношения с Белоруссией, это братская страна, президент относится прекрасно, Лукашенко, к Абхазии, встречался с лидером Абхазии уже второй раз, пригласил к себе, это большой шаг вперед. Поэтому вот это направление, мне кажется, очень позитивно, я могу только приветствовать его. Но речь идет о международных формате дискуссий. Мне кажется, что пока еще рановато их покидать. Мне кажется, они еще могут принести пользу. И в частности, как канал контакта Абхазии с внешним миром на очень высоком уровне, регулярный контакт и очень важный для нас, для понимания отношения к Абхазии, к процессам, происходящим в Абхазии, а также процессам, происходящим в Грузии. Это очень важно. У нас нет другого контакта с грузинской стороной. Это единственный и очень хороший канал связи с грузинской стороной, чтобы понимать их умонастроение, их планы, их тенденции, их отношение к Абхазии, к нашей проблематике.
Вячеслав Андреевич, и раз уж мы заговорили и об отношениях с Белоруссией, кто-то вот в контексте вот всех этих происходящих событий очень часто говорит о том, что возможно ли признание, да, если контакты участились. Кстати, и про Сирию так говорят. Вот что вы наблюдаете? Ну, в Сирии была ситуация, я плотно занимался этой тоже проблемой. Это встречался с послом, делегации были. Абхазия приняла активное участие в эвакуации вот, во время кризиса в Сирии наших соотечественников. Были хорошие контакты личные также с руководством Сирии. Вот. Это одна ситуация, и она, к счастью, завершилась для нас очень благополучно. Прекрасная страна, большая страна. Это большой шаг вперед для Абхазии. Вы имеете в виду признание? Признание Да. Абхазии стороны Сирии. В Беларуси сложнее, поскольку это, ну, сама Беларусь находится в очень сложном, хотя сейчас везде уже сложно, можно сказать, и тем не менее. И я помню, что еще мне Сергей Васильевич Багапш говорил о том, что ему говорил президент Лукашенко, что вот в декабре 2008 года будет признание. Но ситуация сложная, и для Лукашенко тоже международная ситуация. Поэтому я понимаю его, как сказать, осторожность в этом вопросе. И мы надеемся на признание, вот, но оно неизбежно. Может так и остаться. Поэтому мы не знаем. Мы хотим, чтобы было признание, поскольку это братский народ, братская республика, поддержавшая нас, кстати, в тяжелое время, во время блокады. Вот, и об этом часто говорится. И президент относится к нам очень хорошо, Лукашенко. Я думаю, что это надо капитал использовать. Можно развивать. Здесь были какие-то странные голоса о том, что пока белорусы нас не признают, никаких контактов. Ну, это смешно, честно говоря. У нас с Россией были контакты великолепные до еще признания. У нас с Турцией продолжаются очень интенсивные контакты экономические, торговые. И что, нужно все перекрыть ожидая признания? Так что я думаю, что это не очень умно такие вещи говорить. Наоборот, нужно максимально привязать Беларусь к себе и нашими курортами, какими-то торговыми отношениями для того, чтобы вот, ну, еще больше сблизить наши народы и наши страны. И это тоже может повлиять на процесс признания. Вячеслав Андреевич, большое спасибо, что пришли и ответили на вопросы. Пожалуйста. Еще раз поздравляем вас. Спасибо большое. Спасибо. К другим новостям. 14-е заседание координационного механизма по поиску лиц, пропавших без вести при участии абхазской и грузинской стороны, прошло 14 марта в Белграде, сообщает МИД Республики Абхазия. Встреча в рамках координационного механизма была организована при посредничестве Международного комитета Красного Креста, который выступает в качестве нейтрального посредника и продолжает оказывать максимальную поддержку в поиске и идентификации лиц, пропавших без вести. В ходе встречи участники обменялись информацией о возможных местах захоронения лиц, пропавших без вести, и была подчеркнута необходимость активизации работы по поиску новой информации о возможных местах захоронения, отмечено на сайте ведомства. Координационный механизм по выяснению судьбы людей, пропавших без вести в Абхазии в 1992-1993 годах, был создан в 2010 году под эгидой Красного Креста и действует в соответствии с нормами международного гуманитарного права. На этом сегодня все. Мы будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.